6 автоматических комплексов весогабаритного контроля. Самый северный в Усинске, самый южный в Визинге. А вот самый большой поток транспорта фиксируют в Сыктывкарском затоне. И это не только большегрузы. Камера видит и хорошо видит все транспортные средства. И все же основное внимание, конечно, к большегрузам. Никаких превышений по высоте, ширине, длине и весу. Иначе постановление об административном правонарушении. 8 таких уже выписали, еще 17 готовят на отправку. При получении именно на руки постановления об административном правонарушении водитель должен обратиться в ГИБДД Республикоме, в отдел ЦАФАП. В досудебном порядке каждый индивидуальный случай будет разбираться. То есть никаких, допустим, сбоев, там еще какой-то уже не будет. Если водитель докажет свою правоту или наличие разрешения на перевозку груза, или, допустим, может быть, он отсутствовал в это время на этом маршруте, как-то нам докажет, то, конечно, такие постановления будут отменяться. Первые недели работы показали, система весогабаритного контроля весьма метеочувствительна. Дорожное покрытие, под которым спрятаны датчики, должно быть идеальным. Никакого снега и льда. Дорожники, конечно, стараются убирать все вовремя, но обильные снегопады все же вносят свои коррективы. У нас есть небольшие трудности, скажем так, потому что по погоде. Когда снег идет, соответственно, тяжело контролировать вес, потому что там у ГИБДД должно быть четкое понимание. Вот линию пересекли, да, вот без снега там заехали, без ветра там прошли. Несколько штрафов уже есть. Систему автоматического весогабаритного контроля запустили в тестовом режиме еще 18 декабря. С 25 января она заработала в полную силу. Тогда подписали соглашение с региональным МВД, что дает право сотрудникам госавтоинспекции выписывать штрафы. Ведь комплексы фиксируют не только превышение веса и длины, но и нарушение скоростного режима, выезд на встречку и пересечение линии обочины. Только за февраль выявили 700 нарушений того же скоростного режима. Обкатывали систему долго. За советом ездили в те регионы, где она уже оправдала свое назначение. В рамках внедрения проекта мы выезжали в Костромскую область. Они одни из первых в России запустили систему, именно которая выписывала уже штрафы. То есть выезжали также в Вологодскую область. Там порядка было на тот момент запущено 6 таких комплексов. Архангельск в районе Котласа построил. Теперь за советом едут уже к нам. Калининград, НАО, Астрахань. Систему весогабаритного контроля только запускают. И на чужих ошибках, как говорится, учиться куда проще. Правда, у нас сложностей немного. Система серьезных сбоев не дает, а мелкие погрешности устраняют за сутки. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.